впервые на этом форуме, на таком тюркском, так скажем, да, я представляю Абакан и Всемирный конгресс тюркских народов. У меня я получил в последний момент документы, поэтому я поместил. Вот. И я представляю Республику Хакасию, как бы вот Всемирного конгресса тюркских народов. Вот. И мне бы хотелось, ну как сказать, я в этом движении национальном таком, в принципе, это вот давно, но практически начал заниматься недавно, как бы с нашими братскими народами тюркскими. Понимаете, в чем проблема-то у нас сейчас стала одна, что просто выживание языка нашего, вот, и я как приехал сюда наладить контакты вот, с татарами, чуваши, потом башкиры я не вижу, хотел, конечно, поговорить с кавказскими тюрками тоже, но их что-то не вижу. Говорят, в прошлом году я, кстати, не были. Вот. Конечно, ситуация у нас с культурой очень тяжелая сейчас. Идет активная, ну, как скажем, непрямая ассимиляция. У нас практически не осталось разговора о том, что как бы школы у нас будут, но их они просто потихоньку уничтожают, так скажем, мягко говоря. Вот. И я в ответ на все вот такие акции со стороны государства мы создали молодежное движение «Щиттер», у нас молодежное движение. Они сейчас стали активно заниматься. Вот они недавно впервые, как я их называю, комсомольцами, вот, они организовались, вот, что будет интересно. И они стали сейчас проводить свои мероприятия и собирают большую аудиторию молодежи, до 300 человек, когда они в форме дискотек делают, и потом они начинают молодежь втягивать вот, в орбиту свою, ту деятельность, которой они занимаются. Такими мы делами занимаемся, и параллельно я, вот, как бы сказать, занимаюсь религиозной тематикой, даже не тематикой, вообще религией, древней религией тюрков, тенгрианства. Вот, и я как бы вот это, как вам сказать, древние наши горы-храмы, они в основном так и сконцентрированы на Алтае. И мы как бы вот не то что знакомимся, мы возвращаемся туда, к этим горам, и пытаемся, вот, скажем, возродить древнюю нашу религиозную культуру. Вот. Как получается, это потом видно будет, но думаю, что уже результаты есть, потому что резонанс получает в народе, потому что, вот, как сказать, как бы нас получилось, как там, у нас есть история такая, я просто это скажу, когда у нас закрывали национальную школу в городе Абакане, вот, получилось так, я ходил к нашему, как он называется, отец у нас, как Абакан-Кизыльской церкви, епископом, я обращался, почему, что такое, почему вы убираете нашу школу, уничтожаете нашу культуру? Они просто от меня пхнулись и даже вообще не вышли на разговор. И после этого я задумался, вообще вот, мы-то, в принципе, и не приняли христианство, как религию. Нас пытались, насаждали, но мы, тот ритуал, который должны были произвести они, чтобы нас крестить, у них это не получился в этот момент. Вот. И в итоге мы как бы остались между мирьей. Нас как бы считают христианами, но фактически мы не стали, и юридически они просто вот взяли и записали вот, для отчета царскому правительству. Вот. Такая была история. И в конце концов я подумал, а зачем нам лезть в чужую епархию, если у нас своя древняя есть. Я его не считаю, что это было язычеством, потому что, в принципе, это вот монотеизм, тенгрианство дал основу всем этим мировым религиям, которые ныне существующим. Вот. И могу сказать, пока вот единственный человек, который занимается религией, тенгри, и если кто-то когда-нибудь заинтересуется, я, наверное, вот через ваш форум мы можем тут связаться с теми, кому это вот интересно. Вот.
у меня